Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Новая любовь. Когда придет к вам в вашу жизнь, ваше сердечко, загадайте, пожалуйста, на себя. Спросите просто, когда я влюблюсь, в кого я влюблюсь, при каких обстоятельствах и что из этого выйдет. Давайте вместе посмотрим. Новая любовь. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Вот так вот. Даже букву показали. Здорово. Так, мои милые, я прям немножко залипла тут на одном фрагменте. Вас как-то странно показывают, как будто бы вы в футляре находитесь, как будто бы вы в доспехах, что ли, в броне какой-то. Что на вас такое одето? Вот непробиваемое, просто непробиваемое. Такое впечатление, что вы и хотите, и не хотите, да, либо хотите и боитесь. Возможно, вы достаточно тяжелое расставание пережили, либо очень серьезное разочарование в любви пережили. И закрылись в броню, закрылись в доспехи, как будто бы в футляре сидите и такая вот любить, но нет, это больно, это неприятно. Вот если бы мне там кто-то гарантировал, что мужчина идеальный, тогда да, возможно, я бы согласилась. А вот так еще раз рискнуть своим сердечком, нет. Вижу, что есть у вас поклонники, причем тут не один поклонник, здесь много мужчин на вас внимание обращают. Кстати, этих поклонников мужчин бабочками показали. То есть мотыльки, бабочки, которые летят на вас, как на свет, как на пламя. Очень, кстати, много мужичков об вас опалило свои крылышки. Вот, чтобы вы для себя знали. Вы боитесь любви, но при этом вы сама еще та сердцеедка, разбивательница мужских сердечек. Да, здесь даже есть какой-то вот прям совсем поджаристый мотылек, поджаренный, опалил себя полностью об вас. Человек, который, давайте так, любил, любит и любить будет. Такой безответной любовью. Вы его либо категорически не хотите, либо вы его в такой жесткой форме отвергли, что он просто вот теперь боится к вам еще раз подойти, как-то любит вас издалека. Такое раненое сердечко издалека вас любит, за вами следит, наблюдает. Возможно, это бывшая, возможно, это даже и не бывшая, а просто тот, кого вы к себе не подпустили. Такой вот несчастненький мотылечек. Весь такой, знаете, жареным пахнет. Так, и еще по поводу вас. Вы очень умная женщина, и вам сложно угодить. Это не комплимент, и это не укор. Это что-то между. Смотрите, умной, сильной женщине нужен мужчина под стать. Либо мужчина, который будет ей в рот заглядывать. По-другому отношения построить более-менее средненьким мужчиной у вас просто не получится. Либо он будет вам скучный, либо неинтересный, либо вы просто дурака терпеть не будете. Да, либо не будете терпеть дурака, который пытается свои правила игры устанавливать. Вот. Сильные мужчины, они, к сожалению, большая редкость. Да, скорее всего, все в красной книге. Вымирающий вид. Вот. Что касается прям таких, которые в рот заглядывают. Вы либо не пробовали, либо, в принципе, вам пока это не интересно. Вот. Но, тем не менее, сложно вам угодить и сложно
такого мужчину более-менее нормального вам найти. Они либо все женаты, либо они все, ну, не того сорта получается, да? Не того сорта, с какими-то, может быть, там своими наклонностями, которые вы тоже не потерпите. Вроде мужчина нормальный, приличный, но он пьет как не в себя, да, либо склонен к тому, чтобы уходить в запой. Вам же такой вариант не нужен, правильно? Не нужен. Либо женатый, ну зачем вам женатый? Зачем вам вот эти все проблемы, да? К чему это все? Возможно, у вас даже был опыт с женатым, и вы уже такая, нет, не хочу. Уже это мы проходили, знаем, не будем. И еще вот такая вот прям претензия к вам. Вы мало где бываете. Вы ведете какой-то отшельнический образ жизни. Вы редко куда выбираетесь, редко куда выходите. А если вы ходите, то с девчонками. Шумными, громкими, семейными. Вот. И это прям не тот контингент, с кем вам нужно проводить время. Вам нужно, скорее всего, либо компания такая, вот знаете, прям ядреная, чтобы все такие разбитные, чтобы на разрыв, чтобы без всяких обязательств, да, вот прям чудить по полной, во все тяжкие. Либо вам, наверное, самой куда-то нужно ходить, выходить. Ну, как бы надо. Вижу, что дома сидите. Дом, работа, редкие встречи с подругами, но опять же, подруги у вас все такие степенные, серьезные. Давно вы не развлекались, либо давно вы, опять же, во все тяжкие не уходили, может, в принципе, никогда, но вам это просто необходимо. Где вам знакомиться? В интернете, возможно, вы боитесь, либо вы уже пробовали, понимаете, что там один мусор. На улице просто так, ну, тоже как-то сомнительно. А в какие-то места там определенные вы не ходите. Ну, либо вы ходите крайне редко, и то с таким серьезным лицом, что к вам страшно подходить. Вы очень сосредоточены, да, на себе, на то, чем занимаетесь, либо где находитесь. Так, внешние данные. Но внешние данные у вас просто блестящие. Сколько бы вам лет ни было, в каком бы весе вы ни находились, вы очень горячая и привлекательная штучка. Ну, по крайней мере, глазами мужчин. Я же говорю вам, тут много мотыльков. Уже крылышки свои об вас опалили. Вы нравитесь мужчинам, всегда нравились и всегда будете нравиться. Это прям вообще не вопрос. Опять же, возраст любви не помеха. Ну и, кстати, страсти тоже не помеха. Просто вы уже чего-то серьезного, глубинного ищете. Развлечения. Как-то вы к развлечениям относитесь, как будто бы это пустая трата времени, либо я уже слишком взрослая, да, чтобы просто развлекаться. А зря. Это зря вы так. Итак, когда же будет новая любовь? Ну, судя по этой отсыпке, совсем скоро у вас произойдет знакомство. Мужчину зовут на букву В. Либо, если мужчина иностранец, то тогда буква Б, да? Может, Боб какой-нибудь, да? Ну, либо кто-нибудь, да, на букву Б. Тут и так можно прочитать. Потому что явно кто-то из вас может познакомиться именно с иностранцем. Мужчина яркий, интересный, привлекательный, очень запоминающаяся либо подача, либо внешность, а может быть и то, и другое. Знаете, вот бывают такие мужчины, которых прям издалека видно, или слышно, или видно. И человек, который создает атмосферу. Человек, который никому не дает там, не скучать, не находиться в одиночестве. Человек, который к любому подойдет, с любым разговориться, с любым познакомиться. Вот такой вот идет мне мужчина. Среднего роста. У кого-то даже отыграется, что он с вами одного роста. Если вы, девушка высокая, то будет с вами одного роста. Но он по поводу роста своего вообще не комплексует. Он такой, ерунда, да? Ерунда. Наоборот, наверное, любит более высоких женщин. И мужчина по возрасту приблизительно как вы. Тут пару лет либо в плюс, либо в минус уйдет. Пару лет, то есть не больше, чем 2-3 года. В принципе, вполне себе нормальная разница. Единственное, что вы с этим мужчиной знакомитесь, опять же, какое-то мероприятие идет. Это может быть какой-то клуб, это может быть ресторан, кафе, может быть даже
корпоратив, вот праздник какой-то, атмосфера праздника, веселье, громкая музыка, звон бокалов. Людей как будто бы рядом находятся, и все разговаривают громко, такая какофония звука идет. Вот, знакомство у вас произойдет. Знакомство, которое, ну, для мужчины будет очень ярким, прям, знаете, влюбиться с первого взгляда. А для вас это знакомство будет, ну, каким-то странным, нелепым и сомнительным. То есть, возможно, мужчина не сможет на вас произвести, ну, достаточно положительное впечатление, либо вы как-то от него отмахнетесь, может, не в духе будете, может быть, вас звуки эти все будут раздражать. Ну, в общем, знакомство у вас уже совсем скоро. Сверьтесь со своими планами, куда вы должны пойти, куда вас пригласили, ну, приблизительно, да, на каком-то мероприятии. И когда знакомство произойдет, я вижу, что мужчина будет вас искать после этого знакомства. Ну, настолько вы его впечатлите, настолько вот с первого взгляда влюбится, что начнет вас искать. Поскольку вы дама твердый орешек, ему придется все свои зубы поломать об вас. Вижу, что он вас найдет, скорее всего, выцепит ваш телефонный номер, либо найдет в социальных сетях, и вот у вас все начнется с переписки. Переписка, ну, либо общение по телефону. Я не вижу у вас каких-то прям встреч, свиданий в самое ближайшее время. Просто не будете на них ходить. Ну, либо вы чем-то другим заняты. Мужчина будет вас добиваться. Мужчина, ну, грубо говоря, там по телефону, в соцсетях как-то начнет за вами ухаживать. Это, конечно, крайне интересно и очень трудно, но тем не менее, все, что сможет, то и покажет. И, девочки, ему потребуется тут от 2 до 3 месяцев, чтобы растопить ваше сердечко, да, растопить тот лед, которым вы от мужчин закрываетесь. Он просто вот будет вас убеждать в том, что он нормальный, что он адекватный, что он очень серьезный, что он положительный, что он в вас влюбился, что он не хочет вас обижать, что он хочет с вами семью, да, что вот я такой семейный, что у него нет жены, что у него нет семьи, да, прям придется вам это все доказывать, ну, потому что вы такая, вы умеете спросить с мужчины. И вот с началом весны я вижу, что лед все-таки тронется, да, лед треснет и тронется. То есть ему, я так понимаю, удастся вас уговорить, удастся вам понравиться, удастся вас расположить, ну, по отношению к себе. И самый пик вашего романа, получается, приходится на позднюю весну. Скорее всего, вот май, да, середина мая. Ну что, сложная вы штучка, и с таким подходом к жизни вам тяжело. И мужчинам, конечно, тоже тяжело вас добиваться. Но, тем не менее, найдется смельчак, либо не найдется, а, скорее всего, вот-вот вам встретится, который все-таки за вас возьмется, который вас попытается отогреть. Да, мне вот идет как 2 периода, 2 месяца потратить на то, чтобы вас немножечко растормошить, на то, чтобы вас отогреть, на то, чтобы вы хотя бы хоть как-то, хоть элементарно позволили ему за вами ухаживать. Ну, по-настоящему, не по телефону, не в интернете, а именно ухаживать. То есть ходить с ним на свидания, ходить, там, не знаю, в парк, в театр, в кино, куда он вас в ресторан будет водить. Вот. И то вы все время так на него смотрите, как будто бы он, ну, я не знаю, овца на заклании. А его всегда будет очень мурашить от вашего этого тяжелого взгляда, который там насквозь видит, раздевает. Ну, не в том смысле, а в смысле, что вы с недоверием на него смотрите. Но вы так на всех мужчин смотрите. Это ваша отличительная черта. Ой, девочки, бедный мужчина. А вот, честно говорю, бедный, вот реально бедный. Он как будто бы за всех тех плохих мужчин будет отдуваться. Либо исправлять ошибки всех тех плохих мужчин, которые были в вашей жизни. Да. Ну, видите, зато он настойчивый, зато он такой не сдается, зато он не робкого десятка. Ну-ка, за такой дамой, как вы, поухаживать. Там посидеть можно, постареть можно просто. Там день за год идет.
Да, потому что вы тяжелая. Вы можете со мной спорить в комментариях, но я серьезно говорю, у вас тяжелый характер, особенно в отношении мужчин. Я понимаю, что был тяжелый опыт, но тем не менее, все мужчины, они же ведь не одинаковые. Ну, так нельзя, девочки, так нельзя. Ну, может быть, это действительно форма защиты от боли. Да? Было слишком больно вам в отношениях, и теперь вы так себя защищаете. Так, любовь. Ну и любовь придет, получается, у нас поздней весной. В начале весны симпатия образуется, вы уже его принимаете, вы уже интерес к нему проявляете. А вот так, чтобы влюбиться, это будет поздняя весна. Ну, как раз весна, пора любви, все идеально сложится, гормоны будут гулять. Да, неплохо. Сейчас я еще хочу на картах посмотреть, ваш ли этот мужчина. Или так, как всегда. Здесь больше, знаете, как в самой отсыпке показывают, что вы защищаетесь, обороняетесь, закрываетесь. И мужчина, который сквозь эти все заторы, заслоны, запоры пытается просочиться. И вот это вот как борьба, противостояние. Он такой, ну давай. Вы такая, нет, нет. Так, ну вот, как я и сказала. Ой, как же этому мужчине будет тяжело. Как же он с вами намучается, девочки, ё-моё, да как так? Я же говорю, будет отдуваться за всех мужиков, которые сделали вам плохо и больно, которые вас разочаровали. Вы такие тут тучи наведете, вы так его этой косой будете сечь, кусать его еще будете. Тут, наверное, какие-то подстёбы будут с вашей стороны, испытания для него. А он такой, нет, я не сдамся, я пойду до конца. Ну, отчаянный, я говорю, он отчаянный. Да, отчаянный, потому что он почувствует, что вы его судьба, а он ваша судьба. Прям, знаете, он такой говорит, она мне Богом данная, да, Создатель мне ее дал, мы должны быть вместе во что бы то ни стало. Да, вы женщина с секретом. Ой, девочки, как же ему будет тяжело с вами. Знаете, впервые жалко мужчин. Вы меня извините, но впервые жалко мужчину. Да, замуж вы пойдете только если вы действительно прям его через все круги ада, адских испытаний проведете. Вот только тогда, когда он уже там все своей кровью, потом, слезами докажет, что он вас любит, только тогда согласитесь. И еще показано, что вы очень долго от него будете скрывать свои истинные чувства. Почему? Ну, потому что вы такая. Вот, вы такая интересная женщина. И вот смотрите, что между вами получается. Судьба, тайна, кольцо и сердце. То есть он-то перед вами как открытая книга, ну, пытается открыться как книга, сам себя читает. А вы от него будете скрывать свои чувства. Даже когда он вам по-настоящему понравится, будет интересен, вы все равно будете скрывать свои чувства. Ну да, не хотите рисковать. О, какая вы лисичка. А может быть, это ваша тактика довести мужика до отчаяния, до слез, а потом сказать, ну ладно, не плачь, я с тобой буду. Окей, уговорил. Подарков много вам будет дарить. Много-много. Смотрите, вы от него, а он к вам. И он прям подарками вас будет забрасывать. Прям будет караулить, дежурить у вашего дома. Да, временно все это уйдет. Время, несколько лун пройдет. Да, вы женщина-крепость, вы женщина-скала. Так просто вас голыми руками не возьмешь. Знаете, это то счастье, которое дается с трудом, со слезами, с кровью, с потом, с болью даже, с надрывом. Но это счастье. И это счастье, за которое надо бороться. Ну что, мужчину жалко, а вы, конечно, красавица. Вы умница, красавица. И мужика так помурыжите, что он просто ради вас готов будет и в огонь, и в воду. Хорошо, а ну-ка, сейчас еще один момент посмотрю и вернемся к отсыпке. Просто в отсыпке не все так четко показано, как хотелось бы. Ну, сквозь терник к звездам, девочки. Надо уколоться об косу,
чтобы заполучить кольцо и обрести стабильность и любовь. Ох, чем сложнее вы ему дадитесь, тем больше он будет любить вас, и тем вы его будете проще принимать. То есть действительно мужику нужно будет наизнанку вывернуться, да, вот прям пройти все ваши проверки, все ваши испытания, и чтобы только тогда вас заполучить. Есть какой-то тайный замысел, мне кажется, высшие силы именно так действуют, чтобы вы друг друга больше любили, ценили и не взбрыкнули, особенно вы, потому что у вас такой характер, можете, запросто можете. Что ждет вас с этим мужчиной? Ну вот она, птица, которая поднимается вверх, это очень хороший знак. Деньги еще почему-то показывают. Счастье, птица счастья и деньги. Либо благодаря ему, либо при его поддержке, либо благодаря тому, что энергетика хорошая. У вас с деньгами все наладится. Либо денег гораздо больше будет приходить, чем обычно, чем привычно. Причем как и к вам, так и к нему. Вы как будто бы друг для друга открываете этот финансовый портал изобилия. Вы можете над этим смеяться, но здесь это четко показали. Чем сильнее ваши чувства, чем больше вы времени проводите вместе, тем больше вы, получается, друг другу приносите удачи. Удачи, и тем шире для вас открывается этот финансовый изобильный портал. Так не идет. Но он будет настаивать на кольце. А вы, кроме как на кольцо, ни на что другое не согласитесь. Да. Уже любовницей вы ничьей не захотите стать, и просто подругой жизни не захотите стать. Официально, да, официально. Смотрите, вы этого хотите, и он на этом будет настаивать. А ну-ка, представьте, как вы ему тяжело дадитесь. Конечно, он будет требовать вас в свои жены. Ах, девочки, ждите конца весны. Нет, ждите сейчас встречи. Встреча вот совсем скоро у вас произойдет. А потом конец весны. Вот это вот прям время счастья у вас. Время счастья, когда вы счастливая, когда вы влюбленная, когда все хорошо и замечательно. Любовь, она придет. Как бы вы от нее не закрывались, как бы вы не прятали свое сердце под своими доспехами, футляром, любовь придет. Придет, и любовь будет очень взаимная и сильная. Мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.